Его история жизни сама достойна публикации, но Мусагид Хабибуллин всегда работал по эту сторону страниц. Писатель, который вывел факты на уровень искусства. Автор, что всегда опирался на мнение историков. Романист, чьи книги всегда были полны приключений. Он возродил приключенческий исторический жанр татарской литературы. Его романы «Кубратхан», «Послу нет смерти» Ильчига Улемюк, они вот из того разряда, которые укрепили гордость татарского народа. В 90-м году свет увидела одна из самых известных его работ, тот самый «Кубрат-хан», роман о хазарах и Великой Булгарии, а точнее ее основателе и первом правителе. Точная и выверенная, в то же время художественная летопись моментально стала бестселлером. Уже в 2003-м за нее он получил госпремию имени Тукая. Про Кубрат-хана никто толком не знал. Узкий круг историков это писали, но широкий круг читателей этого был не осведомлен об этом. И вот вернул татарскому народу Кубрат-хана наш писатель, усопший Мусагид Хабибуллин. Его долгая дорога в литературу никогда не была простой. Юноша из села Габдрахман, что в Оренбургской области, застал войну и коллективизацию. Тяжело трудился в поле, но успевал и учиться, и делать первые пробы пера. В 50-х выходят его первые рассказы. Уже в 70-х он становится полноправным членом и организационным секретарем Союза писателей Татарстана. Это большая потеря для татарской литературы. Амин Аллаху Акбар. Двор Союза писателей, главного места работы Мусагита Хабибуллина, полон светил татарской литературы. Похоронили его на Самосыровском кладбище. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.